Топ-менеджеры «Казахойл» сегодня сменили кабинеты на автозаправочной станции. Руководители работали за кассой, готовили хот-доги и заправляли автомобили. Все ради того, чтобы лучше понять ежедневную работу сотрудников и услышать клиентов напрямую. Как прошел День солидарности и какие идеи рождаются во время таких смен, расскажет Лейла Ергешева. Жасын Ташкеев – финансовый директор компании «Казахойл». Уже 4 года подряд, дважды в год, он меняет офис на автозаправочную станцию и выходит работать вместе с линейным персоналом. Специалист признается, ему интересно смотреть на работу компании с другой стороны, общаться с клиентами и сотрудниками напрямую. Говорит, именно так часто удается заметить проблемы, которые можно быстро решить и сделать сервис удобнее и для клиентов, и для самих работников. Здесь основная проблема, что бывают заторы, некоторые клиенты едут против движения. Для этого решения было придумано здесь добавить длинные шланги. Как раз это решение позволяет машине с любой стороны заправиться. Но, как правило, вот наблюдал я, когда здесь работал, многие клиенты об этом не знают. Поэтому мы вот в прошлый раз дали задание менеджеру автозаправочной станции, чтобы доносить до клиента, что можно заправляться с любой стороны, так как шланги позволяют. Сменили костюмы на рабочую форму топ-менеджеры компании сегодня по всей стране. Руководители жарили сосиски для хот-догов, заправляли машины, обслуживали за кассой. В компании говорят, такой обмен ролями укрепляет взаимопонимание в коллективе. И еще раз напоминают, что общий результат складывается из работы каждого сотрудника. Для сотрудников это как раз-таки возможность побеседовать с топ-менеджментом, высказать свои какие-то пожелания, дать обратную связь по их работе. Возможно, они сталкиваются с какими-то трудностями, и как раз такие вот, можно сказать, неформальные беседы позволяют им так плавно донести нужную информацию. На сегодняшний день сеть «Казахойл» насчитывает более 380 автозаправочных станций по всей стране. Дни солидарности в компании проходят 1-2 раза в год и уже стали доброй корпоративной традицией. Лейла Ергешева, Аскар Айткенов, Атамикен Бизнес.